Есть у нас в Якутии человек, который пристально следит за всем, что происходит в мире музыки, в масштабах республики. И с днем рождения он поздравит и сообщит о разных событиях в жизни артистов. И, что немаловажно, не откажет себе в удовольствии покритиковать то или иное выступление или даже внешний вид артиста. Речь идет о музыкальном критике, мелодисте, который пользуется заслуженным авторитетом в музыкальном сообществе нашей республики, имя которого совершенно не нуждается в дополнительном представлении. Сегодня в студии мы поговорим с Владимиром Индигирским. Владимир Индигирский – заслуженный работник культуры Якутии, почетный гражданин Абыйского улуса, отличник культуры и образования республики, обладатель знака «Гражданская доблесть». Родился в поселке Дружина Абыйского района. Окончил Якутское музыкальное училище, затем Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры и Санкт-Петербургскую академию управления экономики. Выпускник факультета аспирантуры АГИКИ. Свою трудовую деятельность Владимир Индигирский начал директором Павловского филиала Маинской школы искусств. Работал шеф-редактором музыкальных программ на НВК «Саха», художественным руководителем, главным дирижером хора мальчиков Национального фонда Баргары при президенте Якутии. В настоящее время работает заведующим вокально-хорового отделения детской школы искусств номер 2 города Якутска. Здравствуйте. Добрый день. Давайте мы вначале, скажем так, разомнем пальчики, да, и вы расскажете, с каких таких вот нот началось у вас увлечение, вот любовь с музыкой случилась? Какой хороший вопрос. Действительно, мои первые музыкальные впечатления начались в 7-летнем возрасте. Я родом из Абыйского улуса, поселка Белое, Абыйского улуса, Да. поселок Дружина. Она была районным центром. И редко к нам приезжали в те годы артисты. Это было что-то такое невероятное. И вот 7-летний мальчик смотрит на артистов, которые объявляют, что они приехали из счастливого города Якутска. И мне так хотелось, это так манило, что такой город, и такие прекрасные, красивые артисты выступают. И там выступал Александр Поликарпович Алексеев, заслуженный артист Якутии. Кстати, потом я провел его 3 сольных концерта юбилейных. Но тогда откуда я мог в 7-летнем возрасте думать об этом? Но мне его пение так понравилось, теноровое. Он пел русскую народную песню «Это Родина моя». «Вижу чудное приволье». Ну, известная песня. И мне так когда запало. Я пришел домой и начал петь. Я так же жестикулировал. Это «Вижу чудное приволье». Почему-то я запомнил первую строку. «Это Родина моя». Вот, и начал это все петь. И это понравилось. И стал я в школе с этой песней активно школьной художественной самодеятельности. Наверное, отсюда начинается отсчет моего пения. И на всю жизнь вот так вот растянулось все. А когда вы вот потом со своим первым кумиром проводили концерты, вы ему потом признавались, что вы в 7-летнем возрасте смотрели и восхищались? Бесспорно, бесспорно. Потом я же поступил в музыкальное училище, да, и я постоянно его встречал. И он все время расспрашивал, как тебе учиться, нравится ли тебе, ну, такие наводящие вопросы. Но я учился другого педагога, поэтому, значит, но наши пути пересеклись вот в 90-х годах. То есть благодаря концерту в сельском клубе, да, в районе. Да. А вам нравилось учиться? Вы хорошо учились? Отлично. Я обожал учиться. Мне все нравилось. Ну, представьте себе, деревенский мальчик приезжает в город, тут счастливый Якутск, и видит прекрасных педагогов. В мое время за ним преподавали замечательные педагоги. Венера Сылырова, ну, наши знаменитости, которым сейчас пишут легенды. Пишут. Сейчас вы преподаете. Да. Сейчас не хуже, я так полагаю, педагоги. Да. Но тогда мне в 17-летнем возрасте это все воспринималось по-другому. И поэтому я очень благодарен своему музыкальному училищу, альма-матер моему. Я, когда готовилась к нашему интервью, значит, после музыкального колледжа, понимаем мы, что вы не закончили на этом образование свое, продолжили учиться в Петербурге. Потом вы закончили филиал. Да. Экономики. Ну, в общем, очень много, Тут конечно. у меня вопрос. Зачем мелодисту
музыкальному критику образование экономиста. Эмилия моя, Что? век живи, век учись. Я, например, для меня учеба — это познание мира, это как для рыбы вода, понимаете? Я не могу вот в течение 5 лет жить вот той базой, которую я, например, получил. Мне уже этого не хватает. А как же жизненный опыт? Я хочу учиться. Ну, а жизненный опыт приобретается тем, что мы познаем этот мир. Вот я общаюсь с тобой, я познаю тоже мир, потому что ты совсем другой человек, у тебя другое мышление, у тебя интересные вопросы. Понимаете? У меня только вопросы. Не Это я однотипные познаюсь. вопросы, не однотипные у вас вопросы. Поэтому мне интересно отвечать на них, потому что у вас совсем другого обзора вот задаются вопросы, которые никогда никто не задавал. Я продолжу задавать. Пожалуйста, Тогда вы Вера. еще окончили факультет аспирантуры в Арктическом государственном... Абсолютно верно. Это моя последняя, так сказать, не последняя, может быть предпоследняя. Я очень счастлив, что я вот поступил. Почему-то мое сердце туда повело, в АГИКе, когда узнал, что там аспирантура, оказывается, есть. Я хочу вот, обладать научной Званием. музыкальной науку хочу познать, понимаете? И говорить как профессора музыки, как вот музыковедческий подход. Это целая большая наука. Я поступил, я его закончил. Сколько вам было лет? Я очень счастлив, что я учился у замечательного моего профессора Оксаны Эдуардовны Добжанской. А сколько вам было лет, когда вы закончили аспирантуру? Ой, это, 58 лет. То есть 2 года назад? 2 года назад. 2-3 года да, назад. 3 года назад, да. Сейчас А пишу. говорят же, учеба дается сложнее с годами. Ничего подобного. Если это нравится, если это твой выбор, но выбор-то твой личностный. Это такое желание, это даже, может быть, как команда Всевышнего, что тебе надо учиться, Володя, то я должен это выполнить. Ну, вам, наверное, просто так оценки ставят? Ничего подобного. Вы сдаете, вот готовитесь к экзамену, вы серьезно? Ой, вы знаете... Вот если бы ко мне пришел Андигирский, я бы сказала: хей, с Богом иди, вот отлично. Нет, Нет? ничего подобного. Вы что? Это все наравне. Вы скажите, что вас заваливают на экзаменах. Да, почему бы нет-то? Все очень справедливо, все. Но для этого, конечно, надо много работать. Почему-то людей встречают, как-то говорят пословицы, по одежке, поражают по уму. Мне кажется, в аспирантуре встречают по уму. По уму прежде всего, потому что там делать нечего человеку, который не обладает каким-то запасом знаний, багажа, опыта. На вашей странице в социальной сети такая вот запись фигурирует: «Будь в курсе самых знаменательных новостей культуры и искусства Якутии». Как вы узнаете эти новости? Ну, Эмилия, ты даже, кажется, не знаешь, что я член Союза журналистов России. Я в курсе. Я в якутской журналистике уже работаю больше 25 лет. 20 лет проработал НВК СХ, старшим музыкальным редактором. Это вошло в мою профессию. И поэтому я уже... Вы узнаете через информаторов, давайте на профессиональном языке разговаривать, или же вам лично звонят ньюсмейкеры, чтобы сообщить: Володя, у меня юбилей, 50 лет, напиши. Ничего подобного. Да, Эмилия, слушай внимательно. Да. За эти годы, конечно, накопился у меня запас прочности, уважения, авторитета. И кому надо, они стараются быть моими друзьями. Ну, ВК вклиниваются, я с большим удовольствием это воспринимаю. Публикуете? Публикую, да. И какой-нибудь великий знаменитость, артист мимоходом отправляет свою фотографию, что он на гастролях где-то в Москве, в Питере, проходит конкурс «Махтал». Я, конечно, это от него делюсь и сообщаю. И это быстренько разносится. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, у меня много друзей. Очень много хороших друзей из сферы академического театра, из нашего эстрадного сонма. И поэтому, если какое-то событие, премьера, там спектакль, они сразу мне сообщают. А мне это несложно. Минут в 30 минут посидеть, посмотреть, выбрать хорошие фотографии и выставить. Стараюсь все время быть в курсе всех событий и знать, чем это связано. В Якутии бурно развивается культура и искусство.
Вы согласны с этим Абсолютно. утверждением? Абсолютно. Аргументируйте. С той поры, как только у нас стал на пост министра Андрей Савич Борисов, у нас моментально начался рассвет культуры и искусства. Вот понимаете, люди, которые являются современниками, это незаметно, это непонятно. Почему столько денег куда-то там вкладывается? Потому что это же не видно. Это же не дом, который строится на глазах. Вот сегодня зашел, увидел один кирпич. Завтра, через неделю, там уже 20 кирпичей. Это видно. Поэтому вот как бы думать, что вот это там больше, значит, позитива. А культуру ты же не можешь через неделю показать успех. Это же приходит, нужно срок. И вот мы видим все наши рассвет духовной жизни. Посмотрите, высшая школа музыки. Вот приезжают великие звезды, как Фабио Масранджело, дирижируют нашим оркестром. Это где было видано-то? Ну, Но для этого же нужно научиться, для этого нужно было создать те условия, которые, чтобы наши якутские музыканты выросли, получили консерваторское образование, не какое-нибудь консерваторское, а московское и Санкт-Петербургская консерватория. Я уже не говорю о том, что в Алдане был создан концертный оркестр, и тогда молодая Наталья Базелева приезжала к нам в студию записываться. Я с ней брал интервью, так же, как и с вами. С Галиной Михайловной я общался. Вера Алексеевна, я все успел вот со всеми пообщаться. Я счастливый человек. вы говорите о таких классических больших объектах, ну вот школа музыки или филармонию можно зацепить, да? Много. Театры. Например, сколько театров-то у нас? А вот что касается артистов, которых вы критикуете? Я критикую артистов. Я критикую не каждого, я любя критикую этого артиста. Надя, что? Так, Это надо заслужить. Это как пародист, который пародирует артиста. Не каждому живому артисту нравится, когда пародист пародирует его. Но с другой стороны, он же пропагандирует этого артиста. Понимаете как? И в разы увеличивается аудитория этого артиста. Поэтому критика очень нужна и важна, кстати. Она приводит, в конце концов, к успеху этого артиста. Но вы не думаете, что ваша критика может как-то сломать морально начинающего артиста? Вот для этого надо много учиться обозревателю. Для этого надо знать законы психологии. Действительно, если человек ранимый, после школы, подросток, конечно, слово можно... Да и взрослый человек слово не всякий можно убить человека, осилит. но зная, про кого ты пишешь, ты должен его очень хорошо знать и найти какие-то слова, чтобы он это воспринял. Но если он совсем ничего не понимает, конечно, обидится. Для этого надо, чтобы он тоже прожил какой-то опыт жизни, должен иметь. На вас обижались? Вот много таких знаете, что, совсем не понимающих? Есть такие у нас, особенно в частности, вот я же мелодист в Союзе, тоже авторов песенников, Алексей Васильевич Егоров, Степан Иванович Васильев. Мы проводим разные симпозиумы, семинары, воспитываем вот современную молодежь эстрадную, которая поет, чтобы они сочиняли песни на якутский дух, чтобы там звучал якутский менталитет. Даже если это песни на русском языке? Да, если пишется песня про Якутию, все равно какие-то отголоски, какая-то характеристика должна отличать же должна. Если, например, то ли московский композитор пишет про Якутию, или же якутский композитор, он же все равно, живя, он должен глубоко понимать. Но это, опять же, связано с талантом, одаренностью этого человека. И в этом смысле, конечно, я хочу сказать о том, что мы иногда встречаем прямо вот такое препятствия, потому что молодежь иногда прямо: вы не понимаете нас, вы старшие, у вас совсем другой взгляд на жизнь. На улице 21 век пресловутая. Да, вот они так и говорят, но мы же не призываем, чтобы они вообще все это закрыли свое творчество. Мы говорим: вы внимание свое обратите немножко. Возьмите, у вас есть интернет, послушайте другие песни мелодистов Захара Винокурова, Валерия Ноева, в конце концов. Послушайте для себя. Понимаете, люди, которые вообще никогда не слышали вот эти песни, вот якутские, настоящие. Аркадий Алексеев, в конце концов. Я примеру говорю. Это, конечно, такой яркий пример. Люди не придают этому значению. Это они думают, что это все прошлое, это все советское даже. Что оно не соответствует сегодняшнему нашему интеллекту молодежному. Но мы же любя так говорим.
И в этом смысле, конечно, мы встречаем такой холод, равнодушие. Но постепенно этот лед начал таять. Теперь они понимают, потому что та молодежь, которая как бы не нравилась, они же выросли. Они женились, вышли замуж, имеют своих детей, и они стали по-другому относиться и понимать, о чем мы хотели тогда им сказать. Значит, теперь мы, в принципе, знаем, что вы не только критикуете, но еще влияете каким-то образом на музыкальную политику. Бесспорно, бесспорно. Вы очень опасный человек. Бесспорно. С вами надо дружить. Огнеопасный. Огнеопасный. Да. С вами стараются дружить, наверное, все. Бесспорно. Да? Бесспорно. Вы знаете, наверное, на старте того или иного пути, если молодой человек там, или девушка решила стать артисткой, вот на старте очень, наверное, важна поддержка родного района, да? Я права же? Бесспорно. Вот. И, наверное, вот таких вот музыкальных критиков, которые могут чуть-чуть помягче написать отзыв о том или ином выступлении начинающего артиста. С вами пытались как-то специально дружить или купить ваше мнение перед, допустим, дебютным выступлением на каком-нибудь музыкальном республиканском конкурсе? Ну, у меня был один такой, значит, выездная поездка на конкурс красоты. Вот конкурс, а ведь там есть номинация музыкальная, где красавица должна что-то исполнить. То ли русскую песню, то ли венгийскую песню, там якутскую песню. Это куда вы А поехали? я там председаю Тополином. Ага. Конкурс красоты проводили. В Венгрии это было еще, в Венгрии, я помню. И вот там вот в Оленьке тоже как-то заходит один человек и говорит: вот вы откуда родом? Я говорю: с Абыйска. Значит, ты северный. Вот, хорошо, вот там у нас есть северная девочка. Вы внимательно посмотрите. Она с малых лет поет. В общем, целая такая диссертационная работа, можно Они не сказать. знали, о ней, да. кому это Такая говорить. длинная подводка. Мы, как здесь приехавшие из Якутска, создаем иллюзию культуры. И это как понимание, да, конечно, очень важно, это все очень важно. На самом деле это так. И вот, чем это заканчивается? Оказывается, человек пришел для того, чтобы я, значит, поднял и голос этой ее дочки. Девочки. Вот. И вы поднимали? Нет, конечно. По Северному блату. Почему? Нет. И в этом смысле я очень принципиальный человек. Как в спорте. Пусть победит сильнейший. Все. Разговоров нету. Ну, как человек видит белое, он должен говорить, что это черное. Я же не могу сказать, что это черное, а ты говоришь, что это белое. Иначе же мир перевернется. А вас улус поддерживал, ваш родной Абыйский? Вот вы же сегодня почетный гражданин Абыйского района. Да. Я хочу сказать о том, что, вы знаете, самое ответственное и самое трудное выступать перед своими земляками. Почему? Знаете почему? И Критикуют? даже работать. И вот, пользуясь случаем, я даже дал бы совет. Вот люди, которые заканчивают какое-то учебное заведение, куда-то должны ехать, они не должны ехать домой работать, Да что, почему направляться. это? Ни в коем случае. Они никогда не состоятся как личности. Потому- Они должны именно ехать тут совсем незнакомое место и начинать все с нуля. И завоевать авторитет этих людей. Вот в этом вся кроется. А почему, говорю, артисту сложно? Потому что они тебя знают с детского сада, как ты сидела на горшке. Что нянечка за тобой там следила, что она тебя кормила, что там воспитывала, что ты там хулиганил, там 5-10. То есть биография твоя, понимаете, может искажена. Но нет, конечно, бывает. Поэтому они так холодно все воспринимают своего артиста. Холодно? Я думаю, наоборот, слишком поддерживают, балуют любовью, вниманием. Нет, я говорю, они Аплодисменты. молчат. Ну, нет таких бурных аплодисментов, там крики, овации, нет, не происходит. Так может это северный Потому что менталитет? сложнее. А этот же артист, например, вот, скажем, Петров едет, скажем, в другой улус, там, где его не знают, он становится там звездой. Вы это говорите на собственном опыте, да? На своем опыте. Я все говорю есть из своего опыта. То есть да. вы сначала поехали в итоге в свой родной район или нет? Нет, я когда закончил музыкальное училище, я был направлен в Мирно-Кангаласский улус, вот за рекой, в село Павловск. И там отработал своих законных 2 года. И там, в этой музыкальной школе, я открыл хоровое отделение. Понимаете? Я писал объявление своей рукой, вешал возле магазина, что набирается набор в хор.
Вот так все делается. Потом ты идешь в клуб, играешь на баяне, создаешь какой-то коллектив, вокально-инструментальный ансамбль, делаешь дискотеку для молодежи, завоевывается авторитет. Потом идешь в общеобразовательную школу. Давайте дружить вместе с музыкальной школой. И проводим совместные какие-то проекты. Вот так завоевывается статус уважаемого человека. Вы позволяете критику в отношении артистов, да? Ну вот аргументированно, Да. выражаете свое мнение личное. Имеете право, разумеется. Но почему не всегда слышно ваше мнение, когда случаются какие-то спорные моменты, разногласия во взглядах, допустим, в театрах? Я не буду сейчас уточнять, но периодически они, к сожалению, в творческих вот таких вот заведениях у нас, да, в культурных заведениях, случаются, когда коллектив против там, художественного руководителя или там главного режиссера, или против директора. Они периодически у нас возникают. Но вас тогда почему-то не слышно. Как это не слышно? Ну, что вы говорите? Наговариваю? Я хочу сказать о том, что это проблема самого коллектива. Я думаю так. И все-таки я считаю, что артист, который имеет статус, который любим, уважаемым народом, не кучкой народа, там кучка 5-10 человек, а народом, и этого артиста могут говорить даже без звания, что он поистине народный артист. Этого артиста надо на руках таскать. И этот артист должен вечно там работать. Понимаете как? А когда приходит новый руководитель и начинает что-то менять, и эти артисты начинают уходить, это же плохо. Это очень плохо. Ну, не всегда уходят, иногда не остаются Остаются, работать. дай бог, что остаются. Для этого надо, понимаете, мы же живем в этой короткой жизни не так уж и долго. Почему вот мы должны конфликтовать? Почему создается конфликтная ситуация? Вот это мне непонятно. Тем более в сфере культуры, где мы говорим со сцены о красоте, о доброте, о счастье, вообще о счастье в мире. А у себя в маленьком коллективе не можем мир устроить. То есть вы туда предпочитаете не встревать, что Не это встревать. проблема и вопрос коллектива, который должен... Да, пусть сами это решают. Но как обозреватель я говорю это иногда, если надо, словами Крылова. Как будто басню я написал, понимаете? Но умный читатель это поймет, что я хотел сказать. Я имею право об этом сказать. И умный руководитель, он должен принять это как, не как критику, а как пользу. Потому что он должен исправиться. На самом деле, что-то я не так делаю, понимаете? Вот так должен умный, критичный себе руководитель так относиться. Для этого необходимо иметь достаточный словарный запас. И я не могу вас не спросить о том, потому что мы наблюдаем вашу речь, мы наблюдаем вашу письменную речь в материалах журналистских, да? Вы где-то проходили обучение по ораторскому искусству? Ну, ораторское искусство — это совсем другая отрасль. Но вы Вот я с научился микрофоном прекрасно выступаете. Так я 20 лет проработал в НВК САХА. Это, знаете, это какая школа. Вас на НВК САХА бы не взяли, если бы вы плохо говорили. Бесспорно. Да, поэтому вот у меня вопрос. Как вы вот умение ваше держаться на сцене, умение держать микрофон, вот эта речь, вот эти интонационные паузы, откуда они, Владимир Петрович? Ой, вы знаете, Эмилия, это, наверное, дано Богом, наверное. Потому природный талант. Наверное, да, человек, который дается Богом, это никакая книга не научит этому. Он должен по наитию, по интуиции, глядя на других артистов, глядя на любимых дикторов, глядя на таких театральных артистов, он учится все время, понимаете? Я говорю, век живи, век учись. А потом, если какие-то вопросы, сомнения происходят, возьмите литературу и прочитайте, как Клавдия Шульженко себя вела на сцене. Возьмите любого артиста великого. И то есть самообразование? Самообразование помогает. Но прежде всего, конечно, это практика. И потом мы же не забывайте, что мы преподаватели. Все равно мы должны демонстрируем своим обликом, своей речью правильной, своим внешним видом. Мы воспитываем также ученика, чтобы завтра был же такой же человек, копия своего учителя, еще раз, 100 раз лучше. Я вас хотела спросить о том, что в 2019-м вы награждены благодарностью министра культуры России Мединского.
Да. За что вас наградили? И вообще, откуда у вас столько наград? Вот вы и тот, и Ну, ты этот. так говоришь, как будто завидуешь моим наградам. Я не завидую, я восхищаюсь. У тебя все впереди, Нет, Лия. я за награды, мне народная Да любовь я важнее. шучу, Лилия. Я с восхищением просто спрашиваю. Это результат Это результат мастерства переговоров? это результат 40-летнего моего созидательного труда в сфере культуры и искусства. Видите, начиналось с музыкальной школы. Потом я органично вошел в журналистику. Ну, про песню, которую я исполняю, И пишите. и людям нравится. Песня «Звезды», моя первая песня. Песня про маму, где я воспел свою любимую маму. И теперь это каждая мама поет как свою родную. Разве это не счастье для живого человека? Разве это плохо? И мне кажется, мой труд 40-летний был оценен Министерством культуры. Я очень благодарен. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину у нас, понимаете, направление культуры обратило на национальную сферу, на национальное самосознание, про скрепы. Поэтому мы часто обращаем внимание на русский фольклор, на якутский фольклор. Разве это не радует? Благодаря ведь этой традиционной культуре все растут эти и академическое пение, и театр. Это все благодаря вот той политике, которая нам назидают. И мне это нравится, как музыкальному критику, и как человеку, и как педагогу, в конце концов. Наш конкурс замечательный. Вот это да. Вы заметили, что 50% поют английские песни? Я не говорю, что это плохо, но они же воспитаны на этой звуковом фоне. Ну вот. А я поэтому говорю, а почему вы не поете это наши российские песни и якутские песни? Не воспеваете нашу тему природы, про героев, в конце концов. Пишите песни вот, про Алешу Танк, дух боевой. Почему не написать и не исполнять? Поют, вот, понимаете, но к этому мы идем. И мне это радует. Спасибо вам огромное. Я очень счастлив, что я приглашен сегодня на твою передачу. Мы тоже. Спасибо.